В сельском поселении Бейни Джейрахского района стартовал второй этап Кубка России по скайранингу в дисциплине «Вертикальный километр». В нем приняли участие около сотни спортсменов со всей страны. Участникам этапа Кубка России предстоит пройти дистанцию общей протяженностью 2200 метров. Здесь же сразу провели чемпионат по скайранингу Ингушетии. Это более легкая трасса. Специально для начинающих провели краткий инструктаж по скоростному восхождению. Репортаж Микаила Тангиева. Среди живописных пейзажей горной Ингушетии близ маленького села Бейни расположилась стартовая зона для участников второго этапа Кубка России по скайранингу. Здесь все готово к началу открытия чемпионата, и одним из первых приветственное слово взял министр по физической культуре и спорту республики Дауд Алхазуров. Хочу пожелать всем, чтобы все участники достигли этого вершины. Главное для нас, чтобы все обошлось без травм. Желаю всем удачи. Спасибо. На торжественном открытии также присутствует и глава администрации Джейрахского района Ахмед Ильянов. Хочу от себя, от всех жителей района вас поприветствовать, пожелать вам удачи, пусть победит, как говорят, сильнейший, и чтобы все закончилось без травм, без ущерба для вас всех. Удачи вам всем. На чемпионате по скайранингу участвуют команды из 11 субъектов России. Все они планируют совершить восхождение на вершину знаменитой Соловой горы. Многократный победитель и призер чемпионата страны по скайранингу Виталий Шкель приехал в Ингушетию из Кабардино-Балкарии. Уже более 10 лет он лазит по горам и считает это дело своим призванием. Основное, конечно, это бег в горах. То есть нравятся циклические виды спорта, а скайранинг дает эту возможность тренироваться и соревноваться в горах. Казалось бы, скайранинг – это экстремальный вид спорта, и на пути к вершине спортсменов ждет множество препятствий с риском для жизни. Но здесь, наравне с мужчинами, к восхождению смело готовятся и представительницы прекрасного пола. Регина Каюмова впервые приехала сюда из республики Башкортостан. Она всего 2 года занимается скайранингом и твердо уверена в своих силах. Он очень полезен для здоровья в первую очередь, потому что это такая многофункциональная подготовка. То есть тут мы и над нашей сердечно-сосудистой системой работаем, в то же время и сами мышцы. То есть мышцы, связки, все вместе. Ну и в целом это очень здорово, красиво, особенно возможность путешествовать, такие регионы видеть. Идут последние приготовления участников. Нужно в последний раз разогреться перед стартом. И вот спустя пару минут дается команда к началу. Внимание! Участникам этапа Кубка России предстоит пройти дистанцию общей протяженностью 2200 метров и взбираться по склону горы в 60 градусов. Главный судья соревнований Александр Пятницын отметил, что эта трасса является одной из самых лучших в России, так как максимально хорошо соответствует дисциплине вертикальный километр. Сама трасса серьезная. Вы представьте, километр и 2200. Это практически 45 градусов средняя крутизна. Но есть участки 60 градусов именно травянистого склона. Сейчас он, как вы видите, покрыт снегом. Есть участки скальные. Там провешены даже перильная веревка. Необходимо владение альпинистской техникой, передвижением по перилам, по скалам. Поэтому туда допускаются только спортсмены высокой квалификации. Спустя время к старту готовятся участники республиканского чемпионата по скайранингу. Для них приготовили более легкую трассу, но уже протяженностью более 4000 метров. В составе ингушских команд много начинающих спортсменов. Специально для них звучит краткий инструктаж по скоростному восхождению. Ускоряться стоит только после перевала уже наверх, если вы почувствуете весь силы. Сейчас экономки. Особенно первые 15 минут, вы, я смотрю, не сильно разминались. Первые 15 минут ни в коем случае не рвать. Муса Бариев уже в 6-й раз готовится покорить Столовую гору. В прошлом году он занял 1-е место и сегодня готовится повторить свой успех. Поддержать наших спортсменов приехал ветеран спорта 86-летний Весенгерей Барханоев. Несмотря на преклонный возраст, он 2 раза самостоятельно поднимался на Столовую гору. Я пожелал бы участникам хороших результатов. Я так посмотрел старт, молодежь, уже начала заниматься, чтобы у них хороший старт был, чтобы они занимались, не прекращали тренировки. В любом виде спорта нужно круглый год заниматься. Только так приходит успех. Скайранинг – это относительно новый вид спорта для республики. В прошлом году здесь уже проходило открытое первенство России. Тогда это был пробный чемпионат. По его результатам было решено провести 2-й этап Кубка России в Ингушетии. В прошлом году, когда мы делали пробный
первенства республики, то большинство своем участников были только из Жиравского района. Они привыкли здесь лазить по своим горам, для них это как бы не новое. А в этом году уже со всей республики каждый район, город представил своих участников, по 5 участников. Уже завтра стартует второй день Кубка России по скайранингу, а победители и призеры этого высотного забега получат соответствующие награды. К тому же, спустившись вниз, они смогут хорошо согреться, ведь на склоне горы их ожидает горячий бульон с мясом. Микаил Тангиев, Марбек Межоев, Новости 24.